На территории древнего храма Тхаба-Ирды в Жайровском районе Ингушетии проводят реставрационные работы. Историческое сооружение давно нуждалось в этих преобразованиях, и проведение их стало возможным благодаря договоренности между главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым и основателем благотворительного фонда «Сафмар», предпринимателем Микаилом Гуцериевым. В числе достояний древнего национального зодчества, реставрацию которых финансирует благотворительный фонд «Сафмар», теперь и древнейший христианский храм на территории России Тхаба-Ирды. Святилище, предположительно построено еще в 8 веке нашей эры. Считается, что его соорудили по приказу царицы Тамары. Но это только предположение. Храм до сегодняшнего дня полностью не изучен и хранит в себе много тайн, которые обросли легендами. Власти Ингушетии неоднократно принимали меры по сохранению и недопущению разрушения исторического памятника. Так, благодаря главе региона Махмуду Али Макшариповичу, президенту группы «Сафмар» Микаилу Саврабековичу Гуцериеву начаты реставрационные работы. Первый этап нужно было сделать проектные работы. Проектные работы завершены, утверждены Министерством культуры Российской Федерации, утверждены Республикой Ингушетия. Второй этап – это археологические работы. Для этих работ привлечены компании Санкт-Петербурга, археологические компании из Краснодарского края, при участии Комитета культурного наследия Республики Ингушетия. Также будет принимать участие Жайравский музей-заповедник. Ну и, естественно, третий этап – это уже будут сами реставрационные работы. С первых дней археологических работ на объекте были обнаружены 2 подземных склепа. Я думаю, в дальнейшем сюрпризы еще будут нас ожидать. Утвержденный проект по реконструкции археологи намерены скорректировать. Начатые 11 декабря работы по раскопке позволили изучить более подробно конструкцию храма. Предположительно, 2 склепа, обнаруженные возле алтарного выступа, могут оказаться совсем другим сооружением. Это могут оказаться своды ниже лежащего этажа, о котором сейчас даже никто не знает. То есть и рядом с храмом, это части храма, они тоже были перекрыты крышей. И под самим храмом может оказаться еще полноценный, пусть и низенький этаж. А это конструкция его сводов. Это одна из версий. Вторая версия – это склепы. Благодаря рисунку Энгельгарда 1811 года вот за этой стенкой изображена лестница. Понятно, она не могла вести в небо, значит, она шла вниз. Куда вниз? Естественно, нам надо расчистить, поискать лестницу, на рисунке она есть. И, соответственно, не исключено, что как раз здесь мог быть вход вот в тот ниже лежащий этаж. Вот. Это, собственно, момент второй, который мы будем делать в ближайшие дни. Алексей Михайлов, архитектор-реставратор, начинает свое исследование храма с рисунка русского археолога санкт-петербуржца Всеволода Миллера и немецкого геолога Морица фон Энгельгарта, который первым заговорил о существовании подземного хода возле восточного конца Большого свода. Но провести соответствующие исследования не удалось в целях безопасности. Также у исследователей встал вопрос апсидами. У Тхаба-Ирды на сегодня их 4. Если с этой стороны храма мы видим 2 стены, с той стороны храма мы видим 1 стену. Четное количество вот этих апсид в христианских храмах нет. Значит, их или 3, или 5, или 7. На сегодня мы видим 4. 1, 2. В самом храме 3, и с той стороны 1, но 4. Значит, неправильная ситуация, да, это по канонам церковным исключено, да, или 3, или 5. И опять-таки нам в этом случае взял и помог и Энгельгард, и Миллер со своими рисунками, потому что на их рисунках с той стороны храма изображена еще 1 стена, которой сейчас нет. Поэтому, естественно, мы ищем ту стену, чтобы сделать храм симметричным, потому что сейчас он асимметричный. На том месте, где должна проходить 4-я стена, археологи проводят раскопки перпендикулярно храму. Вместе с грунтом им приходится возиться и с большим количеством окаменелости. И это не обычный щебень или балласт, а крупные камни, которые и могут служить материалом для возведения стены. Есть предположение, что разрушенную стену полностью сравняли с землей, так как восстановить ее не получилось. Конечно, нас ожидают очень маленькие открытие, я думаю, постоянно и ежедневно. Да, буквально вчера ребята из земли отыскали вот такой кусок
керамики. Значит, соответственно, мы отправили его фотографию историкам, которые определили, что вот это древние грузинские надписи. Древние, то есть это там 8-12 век. Сейчас группа исследователей продолжает изучать храм снаружи. Разрабатывается проект временных конструкций, которые позволят обеспечить сохранность стен и сводов средневекового здания. И только после группа археологов начнет полномасштабное исследование храма. Я бы рассматривал этот проект комплексно, как реставрацию некоего старого ансамбля, в центре которого стоит храм. То есть вот это нужно обязательно. Не об одном храме речь. Здесь по всей территории, там 50 метров туда, 70 в ту сторону, находки будут. Они будут удивительные, их будет много. Я предполагаю, что будут сотни находок. Тхабай-Ерды известен не только ингушам, о существовании древнего святилища знают во всем мире. В 1911 году парижский журнал «Ля Франс» на своей обложке разместил изображение храма. Его изучали не раз. Он стал магнитом для многих исследователей. А первые зарисовки храма были опечатаны еще в 1781 году. К сожалению, среди ученых нет единого мнения о проекте и времени постройки святилища. У каждого из них своя версия. Если все пройдет удачно, могут взять и подтвердить, что это по своей конструкции, по архитектуре, это базилика, которые перестали строить в Европе в 8 веке. И вот если мы найдем конструкции базилики, то тогда уверенно мы можем говорить, что это 8 или более ранний период. Тхабай-Ерды реконструировали дважды. Первый раз в 1868 году, второй чуть больше 20 лет назад, после чего предположительно и была уничтожена 5-я стена вместе с апсидом. Во время последнего ремонта была заменена часть стен, обустроена территория и уложена кровля, которая не соответствует историческому виду храма. На сегодняшний день, глядя с улицы, очевидно, что старые стены и совершенно новая конструкция крыши. Вот. Однозначно в любом случае она будет сделана при реставрации совершенно другой. На большой части поверхности святилища высечены изображения. Этим Тхабай-Ерды уникален. Бросается в глаза картина над центральным входом в базилику. Утерянные ранее фрагменты планируют восстановить. Мы сделали запросы и по всем архивам Ингушетии, и в том числе обратились в Министерство культуры Чеченской Республики, на что получили официальный ответ, что фрагменты, подлинные фрагменты каменные с этой стены хранятся в музее Чеченской Республики. И, соответственно, здесь уже такое дело принципа, дело чести, дело истории, получить их оттуда, чтобы поставить на свое историческое место. И слава богу, соседи их сберегли, и они остались. По предварительным договоренностям устным они обещали вернуть. Благодаря главе региона Махмуд Али Калиматову при поддержке Микаила Гуцериева Тхабай-Ерды наконец-то будет отреставрирован по исторически выверенному проекту. Это позволит сохранить временную ценность храма и привлечь туристов в горную часть Ингушетии. Глава региона прокомментировал реконструкцию священного храма. Храм Тхабай-Ерды – древнее культовое сооружение, свидетель исторических эпох и судьбоносных для ингушского народа событий, раскрыть которые исследователям еще предстоит. Это центр взаимодействия цивилизаций, хранитель традиционных ценностей и символ жизни ингушей. В отдаленные времена храм служил местом отправления религиозных действий, социально-правовых процедур, важных для общественной организации ингушского народа. К археологическим и реставрационным работам по раннехристианскому памятнику уже привлечены высококвалифицированные специалисты. Первые раскопки открыли целые археологические пласты, относящиеся к различным историческим периодам. Само сооружение храма является уникальным для России. Второго подобного храма Тхабай-Ерды, сохранившегося культового памятника на территории страны, вряд ли можно найти. Его древность, социально-культурная значимость как сакрального места, межцивилизационных контактов, как культурного медиатора для нас имеет большую научную и материальную ценность.
Современные исследования храма, нарративно-визуальная демонстрация исторических событий с ним связанных, безусловно, привлекут много отечественных и зарубежных туристов. Такому полномасштабному изучению и восстановлению храма Тхаба-Ирды никогда не подвергался. Реставрационные и археологические работы, которые сейчас ведутся, событийное явление для Ингушетии, за которым последует развитие отдельных отраслей экономики и культуры. За реализацию идеи восстановления многих археологических памятников мы должны благодарить Микаила Сафарбековича Гуцериева. Он вкладывает в это дело не только денежные средства, но и свою душу. Гуцериев закладывает крепкий фундамент под нашу историю, под культурно-историческое будущее нашего народа. Потомки будут благодарны ему за это великое дело. Огромное ему спасибо за его благотворительную деятельность. Микаил Гуцериев активно участвует в реанимировании других важных исторических объектов горной части Ингушетии, восстанавливает немало равнинных достопримечательностей, обеспечивая тем самым туристическую привлекательность края башен и легенд. Адам Гулоев, Али Зязиков, Новости 24.